Сегодня для многих, особенно молодых людей, интернет стал информационной средой, без которой они не представляют себе жизнь. И это неудивительно, ведь в интернете можно найти информацию для реферата или курсовой, послушать любимую музыку, купить понравившуюся книгу или обсудить горячую тему на многочисленных форумах. Но, как и реальный мир, сеть тоже может быть опасна. В ней появилась своя преступность, хулиганство, вредительство и прочие малоприятные явления. Даже взрослые порой допускают грубые ошибки, в результате чего компьютер в лучшем случае блокируется вирусами мошенников-вымогателей. Что уж говорить о том, что для ребенка компьютер — это волшебный экран, который может все, а интернет — рог изобилия с играми и мультиками. Поэтому необходимо аккуратно и постепенно подпускать маленького пользователя к всемирной сети, параллельно объясняя, что такое хорошо и что такое плохо. Помогут в этом нехитрые правила и специальное программное обеспечение. Согласно исследованию, проведенному компанией B2B International совместно с лабораторией Касперского летом 2013 года, в ходе которого было опрошено более 8600 респондентов из разных стран, 20% детей сталкивались в интернете с нежелательным для них контентом, а 5% вступали в переписку с незнакомцами. В целом, 79% родителей считают, что эффективные средства для защиты детей в сети были бы очень полезны и востребованы ими, отмечают эксперты. Какие же технические средства предлагаются сегодня для родителей, чтобы защитить ребенка от киберугроз и обеспечить сохранность личных данных? В первую очередь, конечно, это антивирусные программы. Сегодня они уже вышли за рамки просто ловли вредоносных программ. Антивирусы обеспечивают комплексную защиту компьютера от угроз, исходящих от нежелательного программного обеспечения, и эффективно блокируют сетевую активность мошенников. Помимо предотвращения записи на диск вредных программ, современные антивирусы проверяют каждый сайт, на который заходит пользователь, и блокируют его, если обнаружат там что-либо подозрительное. Кроме того, в большинство антивирусных систем встроены дополнительные модули, которые помогут родителям напрямую запретить запускать определенные программы и посещать нежелательные сайты. Среди современных антивирусов — антивирус Касперского, Dr. Web, Microsoft Security Essentials, Avira, Avast и другие. Еще одно простое и эффективное средство для обеспечения безопасности — программы для родительского контроля компьютера. Такие программы устанавливаются в родительской учетной записи с правами администратора и позволяют контролировать учетную запись ребенка путем запрета входа в настройки операционной системы и запуска нежелательных приложений. Они также ограничивают взаимодействие с интернетом, например, могут запретить посещение определенных сайтов или скачивание файлов, закрывают от доступа и изменения отдельные файлы и каталоги. Основной способ обеспечения безопасного интернет-серфинга, который используется в программах родительского контроля, это так называемый черный список запрещенных ресурсов, который блокируется от посещения. Однако проследить за их обновлениями и предотвратить доступ ко всем опасным сайтам практически невозможно. Поэтому существует альтернатива – белый список, то есть перечень безопасных, рекомендованных для детей сайтов. Среди современных программ родительского контроля – NetNanny, Safe Eyes, Кибермама, WinLock, TimeBoss и другие. Последнее, но очень важное средство обеспечения информационной безопасности — это резервное копирование. Непредсказуемые действия любопытного ребенка могут повлечь за собой нежелательные последствия в виде потери важных, в том числе рабочих файлов. Современные облачные решения позволят автоматически и регулярно сохранять копию всех важных данных на надежном сервере в интернете и быстро получить к ним доступ в случае потери оригинала. Используйте функцию автоматического сохранения данных, либо регулярно выполняйте копирование данных в облачном хранилище. Среди современных сервисов удаленного хранения файлов — Google Drive, Яндекс.Диск, Dropbox, облако Mail.ru и другие. Безопасность ребенка в интернете начинается именно с его родителей. Ведь от их осведомленности и компьютерной грамотности в первую очередь зависит, насколько безопасным для ребенка будет виртуальный мир. На что стоит обратить внимание при знакомстве ребенка с компьютером? Следите, чтобы на компьютере не было нежелательной для ребенка информации. Регулярно просматривайте электронную почту, не оставляйте в открытом доступе документы и файлы для взрослых. Установите пароли для входа в систему для разных пользователей. Очищайте историю браузера от следов пребывания на нежелательных для ребенка сайтах. Своевременно удаляйте материалы нежелательного содержания, чтобы исключить возможность их просмотра несовершеннолетними. Просматривайте историю браузера, чтобы понимать, чем занимается ребенок в сети.
Безопасность и правила поведения в сети должны формироваться с учетом возраста и психологических особенностей детей. Отсутствие волевого и эмоционального контроля, импульсивность поведения свойственны детям. Чем моложе возраст, тем больше внимания следует уделять совместному использованию интернета. С повышением уровня самоконтроля ребенка постепенно снижается потребность в контроле со стороны родителей.